Автоэкспедиция «Земляки» стартовала от стен Новгородского Кремля 6 июля. Главная задумка этого журналистского проекта – проехать по пути новгородцев, основавших в начале 16 века русское село Уссыльма. 2000 километров по дорогам Новгородской, Архангельской, Вологодской областей Республики Коми с остановками на ночлег, перекус и культурную программу. У новгородцев была такая традиция, в общем-то, своих не терять. И именно в общем, становиться братьями. Вот именно братьями по духу и по цели. И только тогда народ может, в принципе, выжить и добиться чего-то такого. В небольшом музее города Пестово участникам автоэкспедиции показали фрагмент памятника Сталину. Местные жители сохранили от разрушенного монумента всего лишь одно ухо. В Боровичах земляки побывали на уникальном деревянном вокзале 19 века, а в Валдае посетили мужской монастырь и музей колокольчиков. Если верить преданию, в 22-23 века до Рождества Христова в странах Восточной Азии, в первую очередь в Китае, колокола начинают отливать. И здесь мы с вами видим эволюцию литья колоколов, начиная от предмета, получившего название гонг, что в переводе с китайского и означает, собственно, колокол. На дорогах Вологодской области случилась незапланированная остановка. Внедорожники земляков пробили 4 колеса. В Коми дороги намного лучше, признались участники пробега. А опасные участки будущего пути обязательно будут помечены на карте будущего туристического маршрута. Проинспектировать дороги и развитость инфраструктуры – это еще одна цель автоэкспедиции. Понятно, что есть необходимость еще работать по дорогам, как везде. Мы надеемся, что после экспедиции мы составим просто карту, где опишем наиболее сложные участки, расставим оценки. В принципе, везде проехать можно, да? Но с нюансами. В отделе этнографии Национального музея республики землякам показали уникальные экспонаты, например, знаменитую лыжу Иркопа с головой лося. По самым приблизительным оценкам, возраст этой находки не менее 8000 лет. Путешественникам подробно рассказали о традиционной культуре и обычаях коми-зырян, о том, что сближает и различает новгородцев, уссылемов, ижемцев и ударчан. В благодарность за увлекательную экскурсию сотрудникам музея участники экспедиции вручили колокольчики, презент от новгородской земли, и берестяную грамоту от земляков. Всем удостоверяем, что обладатель грамоты был посвящен всечестно в участники экспедиции и разделил с братьев Брашна хлеб-соль на пути из Великого Новгорода в Уссыльму. После небольшого ремонта и дозаправки участники автоэкспедиции «Земляки» отправятся дальше через Ухту и Ижму в старинное село Уссыльма на большой праздник Горка. Алексей Корчма, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган.